Хатынь, одно из известнейших и старинных мест Украины, совсем недавно отметило свое тысячелетие. Сегодня это небольшой городок с населением в 10 тысяч жителей, расположен на юго-западе Украины. Сегодня хорошо известно, что Хатынь в разные времена принадлежал молдавским господарям, османским султанам, польским вельможам, украинским гетьманам, однако почти невозможно найти информацию о еще одних владельцах – крымских ханах и крымско-татарских вельможах, управлявших неприступной твердыней на протяжении десятилетий. Чтобы по-настоящему прочувствовать дух прошлого, оказаться лицом к лицу с живой историей, прикоснуться к стенам этой неприступной твердыни, необходимо приехать сюда. Это Буковина. Здесь сам воздух наполнен свободой и непередаваемым местным колоритом. Неудивительно, что в этом, на первый взгляд, безмятежном месте молдаване, украинцы, поляки, османы и крымские татары убивали друг друга в кровопролитных войнах за право владеть неприступной твердыней, расположившейся на правом берегу реки Днестр, к слову, именуемой по-крымско-татарски рекой Турла. Крепость дышит романтичным духом украинской истории. В 102 году крепость на правом берегу Днестра была построена по приказу князя Владимира как форт. Но все историки сходятся к одному – крепость появилась гораздо раньше официальной даты строительства. Как показали археологические исследования, первые поселения появились здесь в VII-VIII веках. Это было удобное место во всех отношениях. Скалистый берег высотой до 20 метров прорезал глубокий каньон, который создавал удобный подход к реке для переправы через Днестр. Со временем здесь окажется важнейший перекресток торговых путей. А так как такой важнейший перекресток переправу необходимо было контролировать и оборонять, то для этого около XII века был построен деревянный земляной замок. В 1199 году Хатынь входит в состав Галицко-Волынского княжества. Ровно через 20 лет случается первый военный контакт с воинами Монгольской империи. Именно тогда князь Даниил Галицкий принимает решение укрепить все свои крепости, в том числе і Хатинську. Власне, існує така інформація, що Данило Галицький звів перші кам'яні стіни Хотинської фортеці. Як на мене, це неправда. Чому? Тому що, дивіться, це середина 13 століття. В той час Київ, Львів, оці фортеці, найбільші міста фортеці дерев'яні. Тому на периферії, десь на півдні, будувати, власне, кам'яниці, кам'яні фортеці було нереально. Ну, той, хто вчив, власне, саму історію Данила Галицького, в нього часу не було, просто банально на той час. Тому що його постійно скидали з трону, він повертався. Тому фізично часу, щоб вистачило побудувати кам'яну фортецю, просто не було. Більше всього, що на цей час це була просто південна частина Галицько-Волинського князівства. Максимум тут могла бути одна кам'яна вежа, а навколо, власне, так званий донжон, а навколо, власне, дерев'яна фортеця. Крепость на Днестре в 1457 году вошла в состав Молдавского княжества. Его господарь Стефан III Великий, будучи мудрым политиком, талантливым полководцем и настоящим хозяином, понимает важное стратегическое значение этого места. Он вознамерился сделать крепость своей резиденцией и начинает полную реконструкцию замка. Стефан III приказывает расширить границы крепости. При нем укрепляются подвалы, возводятся новые стены, высота которых достигает 40 метров, а ширина 5. Строятся новые помещения для воинов, 7 башен и 2 дворца. При нем двор крепости был выложен каменными плитами. Позже археологи найдут здесь остатки керамического водопровода, который почти на километр тянулся в сторону реки. Это говорит о высоком мастерстве местных строителей. Одним словом, Хатынская крепость приобретает тот самый вид, который уже не менялся на протяжении 6 веков. Стефан III Чельмаре – це, напевно, його в історії Молдови можна ототожнити, як на мене, в нас з Володимиром Великим. Власне, він і засновник, грубо кажучи, Великої Молдови. Молдова досягла піку свого розвитку, він правив аж 47 років. Власне, і
підніс Молдову, зробив з нею одну з найсильніших держав у Східній Європі. Як на мене, він був не тільки прекрасним полководцем, а був хорошим дипломатом, тому що він міг лавірувати між, власне, своїми союзниками Кримським ханством, так само Османською імперією, і з іншої сторони Угорським королівством і Польщею, Річчю Посполитою, власне. Після нього, після його смерті, власне, грубо кажучи, помре Молдова, тому що його наступники не зможуть так само керувати державою. В Молдові він канонізований, перерівняний до лику святих, за що він побудував дуже багато храмів і монастирів. Ну і, власне, повторюся, Молдова досягла піку свого розвитку, тому, власне, молдовани й досі оглядаються на часи правління Штефана III Чельмари. Именно при Стефане в XIV веке стены замка украсили удивительные изображения из красного кирпича. Точнее, они были вмонтированы в главный фасад здания. Историки называют их странными знаками и спорят об их значении. Одни утверждают, что рисунки выкладывались исключительно для красоты, другие убеждены, что строители вмонтировали их с особым умыслом, якобы как священные для мусульман знаки, и делали это для того, чтобы противник не разрушал твердыню. Последнее приближает к разгадке, но только отчасти. Найрозповсюдженіша версія – це те, що от верхній орнамент, який більш схожий ніби на піраміду, але якщо придивитися, в його верхів'ї буде стояти хрест, який не перетинається. Його трактують ніби як символ Голгофи, гори, де був розп'ятий Ісус Христос. Чому? Православне Молдавське князівство, по-перше, він був нанесений в часи правління Штефана III Чельмари, тому вони вірили, ніби це додатковий захист фортеці від Бога, власне. Якщо придивитися знизу, є квадрат, який, власне, закручується по спіралі. Це дуже просто символ безкінечності. Прагнення того, щоб твердиня, яку вони звели, власне, стояла завжди і нікому не дісталася. На самом деле рисунки ничего общего не имеют с мусульманскими знаками. Любой тюрок, а тем более крымский татарин, без труда узнает в этих изображениях национальный символ своего народа, украсивший кок-байрак, голубое знамя, флаг крымских татар, олицетворяющий небо, свободу, знак равенства и справедливости. Крымские татары в истории Хатына упоминаются бегло, лишь в контексте османских завоеваний, и это несправедливо, ведь далеко не герб османских султанов сегодня украшает фасадную часть крепости. Это Тарах-Тамга, герб крымских ханов. Тамга изображена в виде нишана, печати. Такая же печать красного цвета присутствует на всех документах крымских правителей. Хорошо известно, что история Хатына связана с Крымским ханством с XVII века. Но это не так как Тамга здесь появилась гораздо раньше. Тарах-Тамга, дословный перевод, это расческа. Есть несколько изображений очень старых этого знака, где отсутствуют вот эти боковые ответвления в знаке, и она более похожа визуально на расческу. Версий происхождения этого знака несколько, так как род Гераев является наследником по линии чингизидов. И вторая версия – это такая реанимация знаков боспорских царей. Знак отображает, конечно же, в первую очередь, это тот род, которому принадлежит. Он в первую очередь являлся тем атрибутом, который показывал принадлежность товаров, недвижимости этого рода. Почему была выбрана именно расческа и что она значит для рода Гераев, на сегодняшний день она остается загадкой, и я думаю, что в процессе изучения мы разгадаем ее. Заказчиком и автором философско-политической декларации, начертанной на гигантском свитке стен Хатына, был господарь Стефан Великий. Выкладка сотен крупных знаков с точным соблюдением размера рисунка, расстояний между ними и составленными из них рядами должна была серьезно осложнить работу строителей. Владетель, решившийся без ведомой практической нужды записать при помощи 29 тысяч красных кирпичей свой особый символ веры, видел за политическими интригами и сиюминутными успехами глубокий смысл вещей. Ни один другой господарь не правил Молдовой так долго, как Стефан.
Последовательный сторонник мирных решений политических проблем, он искусство дипломатии ценил гораздо выше, нежели искусство войны, и предпочитал договариваться там, где многие другие предпочитали воевать. Он дружил с крымским ханом Менглигераем, и симпатия именно к нему отразилась в обобщенном образе крымско-татарской тамги на стенах Хатынской крепости. В свою очередь Менглигерай с уважением относился к союзнику, поддерживал его в противостояниях с поляками и османами и даже стал инициатором второго брака Стефана с мангубской княжной Марией. Нельзя сказать, что отношения между Молдавией и Крымом были исключительно враждебные. Через Молдавию на Крым и шел большой торговый путь, который приносил большую выгоду обоим правителям. Поэтому следующий конфликт между Крымом и Молдавией произошел только в 1484 году. Но это был не прямой конфликт, поскольку Менглигерей участвовал в большом походе турок на Молдавию практически в составе турецких войск. Нужно сказать, что Менглигерей удачно использовал ситуацию и сумел расширить границы Крыма практически до Дуная. И, кроме того, из-за его успешных действий он был даже удостоен чести, принятым самим турецким султаном. В дальнейшем отношения между двумя государствами были достаточно ровными, особенно под конец 15-го, начале 16 века. В это время складывалась антиагеллонская коалиция во главе с Москвой, которая была наиболее заинтересована в войне с Литвой. И через крымские земли многие послы Молдавии попадали в Москву. Поэтому отношения между двумя правителями под конец их правления были достаточно ровными, можно сказать, даже дружескими. Вряд ли Тарах-Тамга уберегла крепость в 1476 году от войск султана Мехмеда Фатиха. Крепость выдержала осаду и даже отбила атаки османов. Однако это не спасло Молдавское княжество. Очень скоро оно попало в вассальную зависимость от Османской империи. Это случилось в конце 15 века. Что же касается крепости, то она без единого выстрела перешла в собственность османских султанов. С этого времени история Хатына тесно переплетается с историей Крымского ханства. В стенах Хатынской твердыни османы разместили военный гарнизон и тем самым еще больше усилили обороноспособность крепости. В 1538 году Хатынскую крепость пытались захватить польские войска под началом Яна Амора Тарновского. Во время штурма три башни и часть западной стены были разрушены. Поляки восстановили и даже укрепили цитадель, но через некоторое время они ее потеряли. На смену полякам пришли запорожские казаки. Власне, Хотинська війна 1621 року – це одна з найбільших битв 17 століття. І її не просто так називають війною, вона тривала більше 1 місяця. Забрала життя майже сотні тисяч людей. На цій стороні річки Дністер стояла 35-тисячна польська армія і майже 42 тисячі запорізьких козаків. З іншої ж сторони рухалася, за різними даними, від 160 до 300 тисяч потужна турецько-татарська армія. Власне, до того, турки жодного разу ще й не програвали. Чому почалася ця війна? Та, власне, ділити на той час їм не було чого. Просто амбіції молодого, юного султана, якому було всього-навсього 16 років, власне, привели до цієї війни. Грубо кажучи, сучасні науковці відзначають, що в нього був комплекс Наполеона. Тобто йому було неважливо, скільки людей помре, йому потрібно було здобути, власне, те, що він запланував. Він вписав своє ім'я в історію. Найбільша поразка, власне, перша поразка Османської імперії сталася тут під Хотином. За різними даними, козаки з поляками втратили близько 14 тисяч людей, а турки з татарами, тут дані різняться від 40 аж до 80 тисяч людей. Тобто це показало безрезультатність, власне, самої війни. І після цієї битви турки підуть на переговори. З ким? Звичайно, що не з козаками, які навіть держави не мали, з Річчю Посполитою. І поляки, власне, в черговий раз зрадять козаків. Після цього, через 17 років, почнеться визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Це останній раз, коли все козацтво стояло на одній стороні, власне, разом з поляками. 60 пушек гремело без перерыва, небо пылало, а воздух заволакивало дымом. Земля тряслась, стонали стены, скалы раскалывались на куски. Что видели до глаза в продолжении всего дня, того не описать. Нельзя выразить точно, с какой завзятостью и мужеством и отчаянием бились обе стороны. Так описывал битву ее участник, полководец Ян Собеский. Османский султан принял решение заключить мирный союз с Речью Посполитой. Тогдашняя граница проходила по Днестру.
Хатынская крепость находилась на правом берегу, и Речь Посполитая официально вынуждена была передать крепость Османской империи. С этого времени для Хатына начинается османо-крымско-татарский период. Вскоре комендантом крепости на целых 22 года становится крымско-татарский паша по имени Ильяс Колчак. В истории крымского хана Каплана Герая мы находим, что в 1713 году во время своего второго правления он занялся ремонтом крепости Хатын. Казалось бы, официально крепость принадлежит османам, и султанский двор вполне мог выделить необходимые средства на ремонт этой твердыни. Так почему же именно Каплан Герай взял на себя такую миссию? На самом деле это неудивительно, так как крымские ханы, являясь преемниками государства Великой Орды, считали часть Буковины своими землями. Именно Каплан Герай, а не султан Ахмед III, привлек французских инженеров, которые на территории крепости провели широкомасштабные работы по созданию внешней линии обороны. На тот период ее общая площадь составляла 22 гектара. В результате появился мощный каменный фасад с бастионами для артиллерии. Кроме этого, были обновлены старые казармы и склады. Построена новая мечеть. Это руины некогда прекрасной мечети с минаретом. Появилась здесь она во время ремонтных работ, проводимых крымским ханом Капланом Гераем. Известно, что мечеть носила имя матери султана Ахмеда III Валиде Раби Гуль-Нуш Султан. Эта женщина пользовалась большим авторитетом и принимала самое активное участие в жизни своей страны. Вероятно, мечеть в Хатыне была заложена по ее желанию. Власне, у місті Хотин було 3 мечеті. Це те, що нам зараз достеменно відомо по описах і за даними археологічних розкопок. Перша мечеть знаходиться на території самої старої фортеці. Друга мечеть зараз називається Красний храм Миколаївський на території міста Хотина. Проте основна мечеть знаходилася у верхній частині нової турецької фортеці. Вона була зведена в честь Валіде Султан. Навіть відзначають, хоча підтвердити це неможливо, ніби це зменшена копія тієї мечеті, яка зараз знаходиться в центрі Стамбула, мечеть Ая Софія. Хоча достеменних малюнка і плану її немає, тому спростувати чи підтвердити це ніби неможливо. Мечеть будувалася з 1715 по 18 рік, причому збереглася зараз тільки маленька її частина. В підвалах мечеті були величезні склади для провіанту, причому було медреса, школа при самій мечеті. Ну і, власне, як біля кожної мечеті стояв мінарет, який мав висоту аж 33 метри. Хоча доля цієї мечеті дуже і дуже сумна. Тому що під час 3 облог Хотинської фортеці 18 століття, 2 російських облог, однієї австрійської, вона тричі перероблялася під інші приміщення, як правило, або складське приміщення, або конюшню. Ну і, власне, цікава і неприємна деталь про саму мечеть, вона була осквернена. Яким чином? Не секрет, що мусульмани в їжу свинину не вживають. Тому в 2004 році під час розкопок на території самої мечеті знайшли черепи навіть не те що свиней, а диких кабанів, власне, з монетами на очах, причому монети Російської імперії. На початку 18 століття ці монети тут, на цій землі, в обігу бути не могли, тому зрозуміло, що з собою їх привезли, власне, російські воїни, які захоплювали ці землі і цю фортецю. Для чого це робилось? Напевно, з тією думкою, що осквернивши мечеть, мусульмани більше ніколи не прийдуть, не будуть молитись. Звичайно, що це дурниці. Місце, де була мечеть, залишається назавжди, власне, святим, і що неодноразово підтверджувалося, навіть, якщо я не помиляюся, в 2016 році, в річницю переселення кримських татар, татари, які живуть зараз в Хотині, власне, 18 травня молилися на території руїн цієї мечеті. В 1714 году Османская империя вела войну с Венецией, а в 1716 начала военные действия с Австрией. Именно в этот период на исторической арене появляется крымско-татарский военачальник Ильяс Мурза по прозвищу Колчак. Во многих источниках Ильясу Колчаку приписывают сербское происхождение, но его корни происходят из Крыма. За доблестные военные успехи он был замечен крымским ханом Капланом Гераем, который представил своего подданного родственнику, османскому султану Ахмеду III. За особые услуги в 1717 году султан приближает Мурзу к себе, жалует титул паши и назначает военным наместником в крепость Хатын, где он служит 22 года. В 1730 году в результате переворота, устроенного янычарами в Стамбуле, на смену султану Ахмеду пришел его племянник Махмуд I.
Однако смена власти ничуть не отразилась на авторитете Ильяса Паши. Напротив, через 4 года, в 1734 году, он был призван в Стамбул и назначен визирем. Правда, в качестве второго лица после султана в Османской империи он пробыл недолго. Уже в 1736 году, в разгар новой войны с русскими, он был назначен командующим османскими войсками на Молдавском фронте. Поскольку основные военные действия велись в Крыму, Паша Ильяс Колчак не принимал активного участия в войне. После перехода военных действий на Южный Буг турецкую армию возглавил новый фаворит султана Вели Паша, а Колчак Паша был снова направлен в Хатын для защиты крепости. А вскоре крепость была осаждена русской армией. У Паши было всего 900 защитников против 60-тысячной армии фельдмаршала Миниха. Соотношение сил было неравное. Паша вынужден был пойти на условия Миниха и сдать крепость. Сам Паша попал в плен вместе со своим сыном Мехмедом Беем и был отправлен в Петербург, где находился до конца войны. После подписания в Белграде мирного договора Ильяс Колчак Паша решается вернуться в Крым. Но уже в пути он узнает, что султан Махмуд I расценил сдачу крепости как предательство и велел его казнить. Крымский хан Селямет Герай II не мог повлиять на ситуацию, так как сам находился в разногласиях с Махмудом. Обосновался Паша Ильяс Колчак в Речи Посполитой. Здесь он сблизился с польским магнатом Иосифом Потоцким, который выделил ему в управление город Житомир. Умер Ильяс Колчак в 1743 году. Что же касается его сына Мехмеда Бея, то он не смог вернуться на родину вплоть до 1756 года. Еще издалека к крепостной стене Хатына привлекает большое мокрое пятно, которое не высыхает ни летом, ни зимой. Научного объяснения этому образованию до сих пор нет, зато у екскурсоводов припасено несколько легенд. Напевно, візитівка Хотинської фортеці, мокра пляма на її стіні, то на рахунок цього точиться дуже багато, не те що дискусій, а легенд. Напевно, кожен екскурсовод, який приїжджає сюди, та й місцеві екскурсоводи грішать тим, що розповідають легенди. Чому? Тому що не всі люди хочуть знати правду, а спокушаються на легенди про замурованих дівчат в стіну і козаків, які нас не будували фортецю. Що є правдою? Власне, відповісти і досі, напевно, 100% ніхто не зможе. Як на мене, це не одна пляма. На стінах фортеці є 3 плями. На південній, власне, західній і північній стіні просто ця найяскравіша. В кожній фортеці, і ця не винятком, повинні були бути, особливо в фортецях такого генуезького типу, водовідводи. Що це означає? Коли товщина стіни 4-4,5 метри, щоб талий сніг не руйнував, власне, дощова вода, то водовідводи, канали були в стіні самої фортеці. І погодьте, що за 500 років, коли їх не доглядають, вони повинні власне позабиватися і руйнуватися. Тому є осередки плям, які починають руйнувати саму фортецю. Тобто, як нас говорять, її ніхто не зміг зруйнувати, крім, власне, часу. Тому що часу підвладне все. Если пройти через старинные ворота, именуемые Бендерские, внутрь крепости, то мы увидим, что за высокими стенами прячется маленький спокойный дворик. На его территории церковь, которая в османский период была переделана в мечеть. Глубокие подвалы, служившие тюрьмой, колодец и дворец губернатора в центре. Именно здесь жил упомянутый выше Паша Ильяс Колчак со своей семьей. Замковая церковь имеет романский портал. Изначально она строилась как христианская святыня, позже была переделана под мечеть. Возможно, на средства крымского хана Каплана Герая здесь был сооружен минарет. Власне, на території старої фортеці, особливо в часи панування турків, є дуже цікава будівля, яка не схожа на жодну іншу. Всі будівлі зведені з каменю, якщо придивитися, одна зведена з червоної цегли. Чому так? Там проживав, це палац Паші, там проживав Джеба-Джи Паша, власне, той, хто доставляв провіант для оборонців самої фортеці. Паша Великий, який керував Хотинською раєю або Хотинською Нахія, мав свій великий окремий палац. І є легенда про те, що там була, власне, навіть гарем був, але, як на мене, це абсурд. Чому? Ну, хоча б тому, що кожна дівчина в гаремі повинна мати окрему кімнату.
там їх всього 2, власне. Ну, такі висновки можна робити самим. Плюс, як на мене, цікава деталь, у самому палаці є каміни в стінах, які його опалювали, причому, врахуйте, 400-500 років назад. Камін був не на зразок сучасного, який, грубо кажучи, гріє повітря над будинком, власне, а канали від каміну розходилися в стінах, відповідно нагрівали цеглу, а потім тепловіддача йшла до самої кімнати. Тобто на той час такі унікальні і економні, власне, методи опалення самого приміщення. Хоча навіть через це все температура максимальна там могла бути максимум 14 градусів, не більше. Хоча на той час вважалося достатнім. Очень важное событие в истории Хатынской крепости произошло в 1782 году. Город Хатынь был взят в осаду австрийскими войсками под руководством принца Фридриха. Хатынь находился в осаде 4 месяца и 8 дней. Губернатор Осман-паша сдал крепость. Ему было позволено вывести всех людей из крепости, а из города вывести все добро. На это ему понадобилось 2700 телег. Ну і, власне, ще досить цікава деталь. Це 1788 рік. Тоді, в цей час, Хотин захоплює, грубо кажучи, Австрійська імперія. Чому так? Тому що фортеця ніколи ніким штурмом взята не була, проте Хотин черговий раз капітулює. І турки в той час дають фортецю Австрійській імперії. Австрійці скористалися міжнародною ситуацією, власне, коли за допомогою Російської імперії, власне, яка не протестувала, в турків на той час, грубо кажучи, віджали ці землі, північний край Османської імперії. І, власне, австрійці затримаються тут на 5 років, внесуть певні зміни, власне, у міську архітектуру фортеці, але в 1793 році, після Яського мирного договору, який був між росіянами, австрійцями і Османською імперією, Хотин ще в черговий раз, власне, востаннє повернеться до складу Османської імперії. І турки протримуються в Хотині до 1812 року. В 1806 году началась очередная русско-турецкая война. Царская армия осадила Хотынскую крепость и удерживала ее до подписания в 1812 году Бухарестского мирного договора. Согласно этому договору, город Хотын и вся территория между Днестром и Прутом окончательно вошла в состав Российской империи и получила название Бессарабия. С тех пор Хатынь из центра пересечения интересов нескольких государств становится захолустным городком Российской империи. Вскоре крепость была исключена из списка военных объектов империи и становится ненужной. Но жизнь в маленьком городке текла своим чередом, пока над Буковинским краем не завертелись революционные вихри. В ноябре 1919 года в Хотын вошли румынские войска. В городе вспыхнуло восстание. Повстанцы, поддерживаемые директорией, намеревались создать республику Малая Буковина, которая на правах автономии стала бы частью Украинской Народной Республики. Однако эта плохо подготовленная затея была обречена на провал. Румынская армия без труда вытеснила повстанцев из города. К началу Второй мировой войны Хотын был уездным румынским центром. В июле 1940 года в город вошли советские части, а спустя год Хотын вновь занимают румыны. И только 3 апреля 1944 года город на Днестре был освобожден. Наконец-то и для Хотына настали спокойные времена. Сегодня на территории Хотынской крепости создан государственный историко-архитектурный заповедник. Здесь часто проводят различные фестивали, а еще стены Хотынской крепости стали яркими историческими декорациями для многих кинолент. Знаменитая крепость, видевшая, слышавшая Стефана III, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, крымского хана Каплана Герая, военного губернатора Ильяса Колчака, несмотря на множество битв, разыгравшихся у ее стен, по-прежнему стоит на правом берегу Днестра и, возможно, хранит еще много тайн. Thank you.